Здравствуйте, дорогие ребята! Суммативное оценивание за раздел «В человеке должно быть все прекрасно». Это второй СОР за четвертую четверть. Здесь мы будем работать по двум навыкам – слушание и говорение. Прослушайте текст. Как стать взрослым? В одном доме жили две девочки, подружки Карина и Даша. Карина считала себя очень красивой девочкой. Она все время заботилась о своей внешности. Ей хотелось выглядеть лучше всех. У зеркала она проводила гораздо больше времени, чем другие девочки. Зато в классе она по праву считалась самой красивой ученицей. Даша же была девочкой скромной, стеснительной. Однажды подружки, весело болтая, возвращались из школы домой. Подойдя к перекрестку, они увидели старенького дедушку. Он стоял и, видимо, не решался перейти через дорогу. Карина собиралась пройти мимо, но Даша остановилась и спросила: «Вам помочь?» «Помоги, пожалуйста, добрая девочка. Мои глаза совсем ничего не видят, и я не могу перейти дорогу». Даша взяла старичка за руку и заботливо перевела через дорогу. «Спасибо тебе, девочка. Ты красивая, как солнышко». «Какая же она красивая! Я намного красивее ее», – подумала Карина, обиженная тем, что ее красоту не заметили. А вслух она спросила: «Откуда вы знаете, что она красивая? Вы же не видите». «Красоту этой девочки сможет увидеть даже слепой, потому что ее красота идет от сердца», – ответил дедушка. Задание на слушание. Кому присущи такие черты характера, как скромность, стеснительность, заботливость? Даше. Ребята, все правильные ответы подчеркнутые. Барлық дұрыс жауаптардың балдар асты сызылған. Определите информацию, которая не соответствует тексту. В. Ссора двух девочек, потому что они не ссорились, да? Определите основную мысль текста. Доброта украшает человека. Намного важнее иметь красивый внутренний мир, чем красивую оболочку. Подберите синонимы к слову «красота». Это благолепие, великолепие, изящество, миловидность. Выпишите 5 ключевых слов из текста. Красота, дедушка, внешность, солнышко. И 5-е слово. Это внутренняя красота. Создайте высказывание на тему «Красота человеческой души». Что такое красота души человека? Прочитав вопрос, наверное, каждый задумается над этим. Ведь красота – это то, что мы видим, что нам нравится, а душу мы увидеть не можем. Так как же проявляется красота души, если мы ее не можем увидеть? Под красотой души человека имеют в виду красоту его внутреннего мира. Есть люди, лишь посмотрев на которых можно восхититься их внешней красотой. Однако бывает такое, что поговорив с таким человеком, нас настигает разочарование, и мы понимаем, что красиво в нем только оболочка. Есть же и такие люди, чья внешность не вызывает такого восхищения, но, пообщавшись, мы не можем оторваться от этого человека. К таким людям тянет, и с ними очень приятно проводить время. Это и есть люди, красивые душой. Итак, все же намного важнее иметь красивый внутренний мир, чем красивую оболочку. Люди с красивой душой обычно притягивают к себе людей. У них много друзей, их уважают и любят. Какими же чертами обладают такие люди? Я считаю, что это доброта, искренность, всесторонняя развитость, позитивное отношение к миру. Лица таких людей зачастую украшает улыбка, а глаза сияют. Такие люди всегда искренне помогут, да и просто общение с ними заряжает неким позитивом и легкостью. Находиться рядом с таким человеком всегда приятно. К сожалению, в нашем мире, полном зла, зависти и лицемерия,
Такие люди – самая настоящая редкость. Если в вашем окружении есть такой человек, вам очень повезло, цените его. А как же с людьми завистливыми, злыми, черствыми? Мы же все рождаемся с чистой душой. Наверное, их просто кто-то обидел, поэтому они стали такими. Нужно с пониманием относиться к таким людям и помнить, что доброта порождает доброту. Не стоит забывать, что любой из нас может и стать человеком с красивой душой. Только от нас зависит, каким человеком быть. Работая над собой, анализируя свои поступки и мысли, можно преобразить свою душу, независимо от того, сколько вам лет. Многие люди стремятся преобразить только свою внешность, вкладывая в это огромное количество денег, времени и сил. Очень важно не забывать и о духовном развитии. С возрастом внешняя красота тускнеет, а красота души от времени независима. До свидания, ребята. До следующих встреч. Удачи вам!